Состояние дорог – один из самых актуальных вопросов, волнующий практически каждого жителя России. Сибай в этом плане не исключение. В данный момент в Сибае сейчас хорошие дороги делают, все ремонтируют. Есть недостатки по Пионерской. В основном хорошая дорога. Ну, вот по Заки-Валиди центральный как бы. С ней, конечно, можно поработать. Там в основном, ладно, было вопросы, там кучка, там вообще ныряешь туда, что глядишь, там колеса оставишь. На улице Заки-Валиди, которая именно возле Астрома находится. Самая плохая дорога. Все, в принципе. Ну, на КВСе тоже, конечно, можно подделать. От светофора, светофор вот идет вот там. Там что-то вообще плохая дорога. Ну, отсюда как ехать, если вот в сторону обогатительной фабрики. Белово, вот этот отрезок вот тут плоховатый. Мы не местные, так что я вам не скажу. А так вообще вот по центральной улице, все равно я бы сказал, которая до площади идет, не очень дорога. Желательно бы, конечно, да. И вот еще где мечеть находится, поликлиника, тоже дорога не очень. Где Кольцевая, вот здесь вот тоже дорога вообще ужасная. Вот возьмите Чайковского, проедьте по ней, колея же идет. И туда, и по той стороне, и по другой. Вот только что отремонтировали, вот здесь. Это самое, ой, вот как она называется, вот эта улица. Следующая. Недавно делали, в том году ремонтировали, посмотрите, она какая опять. Чайковская. Ну, например, в Аркаиме плохие дороги. Особенно вот новые самые сторону Сызранки. Вообще там подсыпать надо, асфальтировать. Вот здесь вот, возле девятиэтажки. Я не знаю, какая это улица, ветеранов или не ветеранов, наверное. Индустриальное шоссе какое-то, наверное. Вот тут. Там вообще не проедешь. Ну, Пионерская, наверное. На Пионерской, по-моему. Заки-Валиди, да. О, точно. Я забыл просто. Ужас там тоже творится. Такого при бомбежке даже не было. На Интернациональной. Вообще разбитая вся. А еще какие улицы вспомнятся, Елизавета? Заки-Валиди. Ну, еще какие? Островского, наверное. Хлебокомбинат, вот, по-моему, я часто там езжу. На Островскую, скорее всего. Пионерская. От поворота хлебзавод и сюда до 6-й школы, до Старой бани, считай, это выбита вся дорога там. Заки-Валиди, конечно, около Астрома там вообще, там очень плохая дорога. По итогам проведенного опроса в номинации «Самая плохая дорога» лидирует одна из центральных улиц города – Заки-Валиди. Это неудивительно, ведь основной поток людей и автомобилей приходится именно на эту проезжую часть. Далее в списке лидеров – Интернациональный переулок. Это то самое связующее звено, благодаря которому жители микрорайона Восточный попадают не только в свои дома, но и отвозят детей в детские сады, школу, могут совершать покупки в двух крупных торговых центрах. Еще одной плохой дорогой жители Сибая окрестили проезжую часть по улице Пионерской. Стоит отметить, что в основном люди жаловались на те дороги, по которым прокладывается их ежедневный маршрут. Незамеченными не остались и внутриквартальные территории, за ремонт которых ответственны сами жители многоквартирных домов. Кстати, по итогам опроса, проведенного в группе телекомпании СТВ в социальной сети ВКонтакте, в числе лидеров по состоянию дорог также оказалась улица Заки-Валиди. Луиза Мустафина, Дамир Хайбуллин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.